Майрам Шарифзода, я хочу вернуться, разрешите, пожалуйста, вернуться к тому, кто начал убийство в Таджикистане. Ни один из, как говорится, оппозиции или ни один из этих ребят, которые были на площадях, никого не убивал. Эти все митинги кто организовал? Этот проклятый, богом проклятый Сафарли Кенджаев. Почему? Потому что он был прокурором. Вы знаете, очень много его сотрудники разговаривали, когда вот именно он с ума сходил. Он в действительности параноидальной шизофрении, очень жесточайший человек был. В общежитии города Душанбе, в общежитии железной дороги, находился, прокуратура транспорта, и он был прокурором транспорта. Его коллеги говорили, что он до такой степени жестокий, до такой степени нечеловечный, до такой степени маньяк, что ли, ни за что задержанных людей заводит в кабинет, заставляет своих сотрудников выходить, до такой степени их избивает, что ихняя кровь облизывает, потом успокаивается. И вот этот кровопийца, этот людоед, этот, извините меня, больной человек, психически больной человек попал в прокуратуру, потом он попал, всеми правдами, неправдами, то, что занимался доносительством, попал в Верховный Совет. И вот эти митинги кто организовал? Он организовал. Почему? Потому что, находясь председателем Верховного Совета, какое имел право унижать и оскорблять жителей Горного Бадахшана, всех памирцев, живущих в Таджикистане. В том числе он настолько сильно унизил, оскорбил. Вы знаете, все человеческие поправные права человеческие уничтожил у покойного министра внутренних дел Таджикистана Наудювонова. Вот поэтому первый, кто собрался возле Совета Министров, это были выходцы из Горного Бадахшана, это были памирцы, человек 20-25. Вот потом уже начали люди к ним подходить. Но, несмотря на то, что он организовал такое безобразие, и тут же начался, как говорится, то, что Сангак Сафаров находился там, находились этот убийца, этот проклятый, совершивший массовый геноцид таджикского народа, теперешний президент Таджикистана со своей семьей, самозахвативший власть, тиран, диктатор, имеющий организованную преступную группировку, узаконенную государством, со всей его семьей, со всеми дочерьми, зятьями, сыновьями, родственниками жены. Вот что еще можно сказать? Их можно пофамильно всех перечислять. И вот тогда, смотрите, тогда первое убийство где было? Было в Кулябе. Почему? Потому что был такой честный человек, служил он в Афганистане. Я его очень хорошо знала. Это Хдор Ахмати Джонхон Ризоев, начальником ОВД области Кулябы был. УВД, да. И его кто стрелял? Сангак. Многие говорят, что его стрелял Сангак Сафаров. Да, точно. Сангак Сафаров приказал. Почему? Потому что в действительности покойный Сангак Сафаров 23 года, 6 месяцев, 23 дня провел в тюрьме по разным причинам. Вот. А его стрелял, как раз таки приказывал сам Эмомали Шарипович Рахмонов, теперешний президент. И вот именно стрелял сам президент. Те люди, которые там были, сказали. Потом это все списали на этого бедного несчастного Сангака Сафарова. Вот первая жертва была. Вот почему потом начали собирать людей на митинги. Как раз это было время сбора сельскохозяйственной продукции по всему Таджикистану. Бедных несчастных людей привозили, эти митинги организовали. И первое убийство кто совершил? Кенджаев. Когда он совершил? В отношении кого он совершил? В отношении Нурулло Хуайдулоева, генерального прокурора Таджикской ССР.
Он сам его уничтожил. А почему его уничтожил? Потому что как раз-таки вечером к Набиеву пришел кто? Пришел к нему вот этот, значит, сейчас он в Канаде находится, Абдулладжонов. Абдулладжонов. Почему он пришел? Он принес целый чемодан денег, которые дали ему за пшеницу из Канады и за пшеницу, которую должны были перепродать. Понимаете? И бедный Гавайдулла Нурулоев пришел к Набиеву. Может быть, жена его до сих пор жива. К Набиеву, чтобы доложить вот эту всю ситуацию. Но жена Набиева сказала, что, уважаемый, завтра утром придете к нему в кабинет. Даже Худо Рахмати, покойный Нурулло Гавайдуллоев, генеральный прокурор Таджикистана, попросил спрятать вот его документы, эту папку в отношении криминальные действия этого Абдулладжонова и Сафаралиева, это Кенджаева Сафарали. Вот почему Сафарали Кенджаев со своими убийцами убил его, а за это просто опять стрелку положил на кого? На одного бедного, несчастного выходца из Горного Бадахшана. Я потом фамилии все это вам расскажу. Вот когда началось все это убийство. Представляете? Для того, чтобы сокрыть все преступления. Почему? Потому что уже была договоренность, что вся Ленинабадская область, за исключением Панджикента и Стравшана, они отойдут, будут как новый Узбекистан, к Узбекистану отойдут. Вот почему этот Махмуд Худайбердиев напал и стрелял в этого Эмомали Рахмона Шарипова. Вот почему получил пулевое ранение в ногу Салим Йокубов, который 13 лет отсидел, вышел. Здесь, знаете, надо вот в действительности говорить аргументированными документальными фактами. Почему? Потому что некоторое время был, значит, председателем КГБ Таджикистана сам Сафарли Кенджаев. В это время, даже я расскажу потом фамилию, имя, отчество генерала, который здесь находился на 50%. Вы знаете, он здесь уже получил звание. И вот других честных работников, выходцев из Горного Бадахшана отправили как будто на один день в командировку в Тадас. И в это время за один день сотни тысяч документов сожгли. В этих документах находились фамилия, имя, отчество всех тех людей, которые должны были убить. То есть истинных вот этнических коренных таджиков, которые населяли и этот участок Первомай Пахтабада в Ригаре и так дальше до самого Гарма, до самого Тавильдары. Это вот надо говорить всегда аргументированными фактами, поднимать эти уголовные дела. Саид Абдуллой Нури не убивал никого. Почему? Потому что первое убийство совершили кто? Совершил Сафарли Кенджаев. Сафарил кто? Президент Таджикистана, ныне процветающий, танцующий, поющий, грабящий свой народ, уничтожающий свой народ, занимающийся, извините меня, самой настоящей хунтой, самой настоящей насилием над своим народом, держит их всех в голоде, в холоде, нету рабочих мест, света даже нет. О чем можно еще говорить? Вы мне можете попутно задавать вопросы. Почему? Потому что это дела очень-очень серьезные. Я хочу потом дойти с вами до этого, до Пайван, Международной ассоциации Пайван таджиков, и потом сказать вам, по чьему указанию и кто стрелял в этих профессоров из Хохи и других людей. Почему был убит профессор, который был как раз-таки председателем этого Анджумани Тоджико Диньо? Еще раз. Здесь столько много документальных вещей, которые надо доказывать, рассказывать, поднимать. Ранги кампирой кинови оуда мешнан беягон асос габ мезанан ихели корона кардан даркорне. Документально доказывать, рассказывать, поднимать уголовные дела. Сам он признается, что
150 тысяч человек убил, 500 тысяч человек убил. 1,5 миллиона граждан Таджикистана уничтожены. Слава Богу, что разыскали этого, как ДЭП-71, или выходил всегда в разные передачи и пугал всех. Слава Богу, что его фамилия Асоев Хуршед Давлатович. У него еще есть брат Зиорадшо. Они из Иркутска. Это вот ребята, они себя гармцами называли, они не гармцы, они чуть-чуть пониже гарма, Файзабада. Вот так надо их всех находить, показывать народу, показывать пускай и вся Ленинабадская область, и все, кто граничит с Киргизией, и все жители и все уголки Таджикистана знают всю правду. И всю правду пускай знают в отношении Горного Бадахшана. Я очень рада, что в январе месяце был уважаемый Агахан IV на приеме у министра иностранных дел России Лаврова, и вопрос подняли. Слава Богу, что памирский народ, где бы ни находился, начали поднимать голову, начали голос свой поднимать, кричать во все, как говорится, из всех стран мира на свою защиту. Да, если, не дай Бог, сейчас от нас уйдет Памир, то мы Таджикистан потеряем. Пускай будет там консульство Российской Федерации, самое большое население из Горного Бадахшана имеет российское гражданство и паспорта. Они в чем были виноваты? За то, что их убили ни в чем не повинных людей. Убили, вы отключили интернеты, и люди не могли... Это просто, знаете, это фашиствующий, это, знаете, самый такой блокада экономическая, блокада продовольственная. Как можно было людей держать столько месяцев, чтобы они не могли получать бедные несчастные копейки, которые их родственники зарабатывают в России и в других странах. И сегодня теперь они радуются, что дали интернет. Всего лишь 2 гигабайта, и ничего с этим несчастным гигабайтом нельзя делать. И только находится вот именно в составе руководителей, которые должны доносительством заниматься друг на дружку и на ничем не повинный народ. زنده باشید اپا جان سلامت باشید بنابر سخنهای خوبتون. Смотрите, если будем, вы смотрите, мы не должны никогда от темы отклоняться. Почему? Потому что я очень надеюсь на то, что ваша организация именно зарегистрирована там, где защищает права людей. И вас всегда защитят те по правам человека. Поэтому вы находитесь, как говорится, под Божьей охраной, и все молитвы людей, которых убили, уничтожили, и все бедные несчастные мигранты, которые во всем мире сейчас мучаются, ходят с вами. И наши молитвы с вами. Берегите себя. Любой вопрос задайте, который я должна ответить. Я, смотрите, сводно говорю для того, чтобы весь мир тамоми дыньё фама куштор ай куджо саршид ай сайдардлой нурисар нашидай بله ай ин لحظات ای بچه‌هایی که خواستن انا استقلالیت شوه و مستقلیت شوه و زبان شوه و لیکن ترسی این مردم دو چیزا باید که قایم میکردن. یکمش که کلمه اسلام در قلبشون میگرفتن بجا میکردن، دویمشون مسلمانه. در چندین مراتب من گفتم بچه ها شما یک کار کنید، نمیسونه که بازگشت با فرهنگ قدیمی تاجیکی تمام همین قدی مردم 3-4 سال ده همشه چیکار میکنه؟ با سواد میکنه، زبان فارسی را میوان. تیم بولی برای یکمین سفارتی در تاجیکستان بود، سفارت ایران بود. من همه بچه ها آمده بودن временно سفارت در همه گستینسه تاجیکستان بود. شوبستری علی اکبر شوبستری سفیر بسیار زبردستی خوبترین بود. اونقدر آدم ها را آوردن در همه و کوچه چیخов, значит, этот самое усовершенствование учителей. این قدر زبان فارسی نشون دادن، این قدر چی دادن. دو کلمه که تمام مردم دنیا میترسه. برای چی میترسه ای کلمه اسلام مسلمان؟ برای که і жидомасонская, и англосаксонская демократия
сделали бедных несчастных мусульман, разделили их на шиитов, на исмаилитов, на этих ассасинов, разделили их на, как говорится, ваххабитов, салафитов, только для того, чтобы руками мусульман уничтожать мусульман. И за это они платят деньги.